Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Спектр профессиональных возможностей врачей-травматологов гораздо более широк, чем принято об этом думать. В него входит не только лечение переломов и накладывания гипса, но и обширный перечень заболеваний, лечение которых предусматривает компетенция врачей-травматологов-ортопедов. Опытные специалисты используют современные методики терапии и восстановления, благодаря чему успешно борются с широким перечнем заболеваний. О том, какие заболевания чаще всего преследуют якутян, особенно детского возраста, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, травматологом, ортопедом поликлиники номер 1, очень известным человеком для мамы и пап, которые сталкивались с такой проблемой, как переломы, травмы, ушибы детей, Александром Беловым. Добрый вечер, Александр Леонидович. Добрый. Первый вопрос, наверное, насколько травмы, с которыми обращаются якутяне, зависят от сезона, ну, особенно дети, и какие-то, может быть, проблемы бывают круглогодичные? Ну, на самом деле травматология такая отрасль медицины, в которой работа будет во все сезоны. Есть определенно, конечно, проблемы в межсезонье, когда это наступает осень-весна, как, естественно, не только в нашем регионе, во всех регионах России зима наступает неожиданно для всех. Значит, и кто-то не успел переодеться по сезону, кто-то еще что-то, торопится. То есть жизнь у нас такая динамичная сейчас. Конечно, осенью в гололед, внезапный гололед, количество травм однозначно на порядок становится выше. Значит, ну, не только сами количество травм, а то есть и тяжесть травм становится выше. То есть тут начинают преобладать переломы над растяжениями. Есть травмы, которые, ну, больше тут, конечно, надо отметить, что этим травмам больше подвержены люди трудоспособного населения, к сожалению. То есть наиболее активная такая наша часть населения, которая ежедневно в силу своих профессиональных обязанностей, дел выходит на улицу, сталкивается с этими проблемами. Значит, весна у нас тоже очень активный такой период. На улице становится тепло, мороз отпускает, хорошо, хочется гулять, дышать воздухом. Аттракционы уличные открываются, то есть парки, ледовые какие-то мероприятия. То есть народ больше начинает посещать вот эти вот мероприятия, соответственно, тоже количество травм повышается. Немножко снижается количество травм зимой, когда совсем глухозимье наступает, когда морозы, то есть лишний раз человек на улицу не выходит, больше, то есть работа, дом. Значит, тогда количество переломов, количество травм, растяжений, переломов, оно немножко снижается. Ну а лето, что касается лета, тут, конечно, самый такой активный период. Люди активно на природе, то есть в отпусках, строительство, то есть у всех свои проблемы, заботы, то есть количество травм тоже однозначно повышается. Но а если мы коснемся нашего детского населения, тут, конечно, травмы детей, они больше преобладают именно в школьный период, потому что ребенок больше времени проводит в школе, и большинство травм, с которыми обращаются люди в детский травмпункт, это однозначно школьные травмы. Они занимают первое место среди всех. На втором месте идут уличные, а у взрослого населения наоборот, преобладают уличные травмы. Над бытовыми. Над бытовыми. Угу. Ну вот если взять вот как раз-таки градацию травм, вот те травмы, которые получают люди на улице, чаще всего что это? Ушибы, растяжения, переломы? Но тут не все так однозначно. Это смотря какой категории населения мы касаемся. Если мы берем во внимание детей, к счастью, дети, они немножко пластичные, они падают мягче, как-то более спокойно, так скажем, да, и у них преобладают больше ушибы, к счастью. А взрослые люди, они в силу каких-то возможностей, вернее, нюансов, там в руках пакеты, сумки, где-то поторопился немножко. К сожалению, во взрослом трудоспособном возрасте чаще преобладают переломы. Угу. Вот если, допустим, взять оказание первой помощи, что нужно делать? Видим, человек упал. Встать не может. Наши действия.
Значит, ну, если мы вдруг, не дай бог, столкнемся с такой ситуацией на улице, будь это знакомый или родственник, или даже незнакомый человек, что особенно важно, да, самое главное, не надо проходить мимо, то есть надо, даже если человек немножко торопится, у всех свои дела, надо остановиться, помочь, подняться, потому что зима у нас суровая, тут еще может присоединиться, не дай бог, холодовая травма, если человек сам подняться не может. Значит, и в первую очередь нужно попытаться иммобилизировать поврежденную конечность, установить максимально точно, на каком уровне человека беспокоит тот или иной участок тела, допустим, конечности, попытаться подручными материалами его иммобилизировать, то есть в ход могут пойти все, что угодно, допустим, какие-то на улице там реечки, палочки, все, что найдется, там шарфик есть у многих, то есть можно сделать такую шину транспортную, импровизированную. И, конечно, надо максимально быстро, если человек пешком, не на авто, либо вызвать скорую, либо помочь ему, если располагает временем, самому добраться до травмпункта, помочь. То есть однозначно нужно как можно скорее обратиться в травматологический пункт. Вот в каких случаях необходимо обращаться к травматологу, если речь идет о детях? Вот при каких травмах? Если если касается детей, то тут я порекомендовал бы однозначно как можно быстрее после получения травмы показываться к специалисту. Почему это важно? У нас, к сожалению, есть такая тенденция, что люди не совсем правильно оценивают тяжесть травмы у ребенка, потому что симптоматика у взрослого и ребенка разная. У ребенка может быть не быть отеков, боль может быть через раз, потому что у него очень много других раздражителей, на которые он отвлекается. И даже если ребенок получил перелом, он может об этом вовремя не сообщить. То есть тут от родителей очень важно это вовремя распознать и как можно быстрее не заниматься самолечением, как можно быстрее обратиться к специалисту. Потому что если вдруг оказывается, что у ребенка перелом, а он с ним ходил неделю, то, к сожалению, очень часто бывает такая практика, что вплоть до может ребенок попасть на оперативное лечение. Угу. Вот. Из-за несвоевременного обращения в травматологический пункт. Угу. Ну вот насколько хорошо помогает восстановиться после перелома физиотерапии? И какие методы физиотерапии применяются? Физиотерапевтическое лечение вообще в травматологической практике, оно всегда шло параллельно. То есть никогда ни один специалист, травматолог, ортопед не будет пренебрегать этим методом лечения. То есть чаще всего из физиотерапевтических процедур назначается магнитотерапия, самый распространенный метод лечения. Он помогает улучшить кровоснабжение зоны поврежденной, восстановить кровоток, снять отечность. За счет уменьшения отечности тем самым будет достигаться обезболивающий эффект. Ну и еще одним таким очень важным методом лечения является, конечно, электрофорез. Он больше уже направлен на лечение переломов в восстановительном периоде, потому что электрофорез можно назначить, допустим, с препаратами кальция, которые будут улучшать именно образование костной мозоли, тем самым сокращать сроки лечения и быстрой реабилитации пациента. Угу. А вот если есть застарелые переломы, вот иногда некоторые с этим сталкиваются, чувствуют дискомфорт, какое-то такое ноющее состояние. Вот как быть в этом случае? При застарелых переломах, когда действительно бывают такие жалобы, они достаточно распространены, человек обратился и сообщает, что у меня вот было 2-3 года назад перелом, я уже восстановился, работаю спокойно, но начинает меняться погода, и я как барометр начинаю все чувствовать, и снег, и дождь, и холод, и тепло, да, то есть спустя даже продолжительное время. К сожалению, такое очень часто распространено, связано все это с давлением атмосферным и давлением внутрикостным. Биологическое срастание переломов, оно всегда длится однозначно дольше рентгенологического и клинического. И даже незначительный перелом, он может биологически срастаться и год, и два. И поэтому разница давления, особенно в нашем таком резко континентальном климате, оно очень на таких пациентах очень сказывается
чаще, то есть, нежели в центральных городах. Да? То есть помочь при таких ситуациях специалисты, мы то есть, рекомендуем однозначно это физические нагрузки, то есть нужно, не просто нужно там сесть и щадить там какой-то участок, да, вернее конечность или еще что-то поврежденное, а наоборот надо двигаться, то есть надо создавать мышечный каркас, чтобы достаточно активно работали скелетная мускулатура, тем самым это будет улучшать кровоток в поврежденном сегменте, и тем самым этот болевой синдром будет достаточно быстрее проходить, и метеозависимость будет намного меньше. Мгм. Ну вот по поводу наших людей пожилых, вот перелом тазобедренного сустава — это очень распространенное патологическое состояние. Вот существует ли какая-то профилактика? Ну, на самом деле, любую травму, как бы, да, говорить о профилактике тут как-то не очень уместно, да, потому что травму предупредить, как правило, невозможно. Мгм. Значит, но в пожилом возрасте, конечно, перелом шейки бедра — это достаточно очень большая социальная такая проблема, очень распространенная травма, тем более в условиях нашего крайнего севера, то есть в условиях остеопороза. Значит, об этой проблеме нужно всегда помнить. Как можно профилактировать? Тут, значит, после 50 лет, особенно эта проблема чаще касается женского пола, связано это с гормональными перестройками. Тут очень такие факторы, много факторов влияет на это все, кроме самого механизма травмы. Да? То есть нужно быть более внимательнее, естественно. То есть избегать падений. Это однозначно. То есть если нужна какая-то помощь при передвижении, то лучше самостоятельно передвижение ограничить, особенно, вот, допустим, в межсезонье, когда скользко и все остальное. Даже внутри дома крайне надо вести себя аккуратно в пожилом возрасте. И желательно, конечно, после 55-50 лет проводить хотя бы раз в 2 года рентгенологические исследования, чтобы оценить плотность костной ткани. Эта проблема очень распространенная, еще раз повторюсь, у нас здесь на севере, и следить за этим очень важно. Остеопороз — это диагноз такой, это не приговор ни в коем случае, то есть он поддается активному лечению. Сейчас в современной медицине существует очень много лекарств, которые не только профилактически действуют, а именно оказывают лечебное действие на укрепление костной ткани. То есть самое главное, еще раз подчеркнем, то есть избегать нужно травм, как бытовых, так и уличных. С возрастом, конечно, еще больше это усиливается, риск получения перелома. И, соответственно, раз в 2 года, в зависимости от возраста, 2-3 года проводить исследования на остеопороз. Мгм. Вот по поводу как раз-таки питания суставов, вот как их лучше беречь? Может, какие-то полезные добавки пищи, препараты, витамины? Ну, сейчас в современном мире фарм-индустрия очень так сильно развита, да, то есть очень много на рынке имеется препаратов, не только именно лечебных, а биологически активных добавок, которые у нас, к счастью или к сожалению, люди очень любят. Иной раз прибегают к их использованию без назначения врача. Это очень распространенная практика. Не все они, конечно, наносят вред. Есть очень много полезных препаратов. Коллагены, то есть хондроитинсульфаты, то есть вот эти препараты, они, конечно, но не надо забывать о том, что эти препараты, они самостоятельно, как правило, работают не очень эффективно и назначают их всегда в комплексе с терапией основной. Если мы, допустим, касаемся артроза суставов. Это если мы говорим о ежедневном нашем рационе, который присутствует в нашей пище, да, то есть здесь очень важно отметить такие препараты, вернее, такие продукты, которые обладают ненасыщенными жирными кислотами. Это морская рыба. Наша северная рыба тоже однозначно, конечно, полезна и вкусна, но морская рыба обладает той самой пресловутой омега-3, которую сейчас у всех на слуху, в здоровом питании и прочее. Значит, и морская рыба, она для суставов немножко полезнее речной.
Значит, также суставы у нас любят, так скажем, хорошо влияют орехи на суставную ткань суставов. Молочно-кислые продукты, естественно. Значит, очень важен в рационе питания пища на основе желатина. Мгм. В ней естественным образом содержатся хондроитины, которые непосредственно влияют на хрящевую ткань сустава. Для восстановления, для укрепления, то есть это такие продукты, как холодец, всем нам хорошо знакомый, да, но рекомендуется его употреблять где-то 1-2 раза в неделю, не чаще, потому что, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту, да, в силу своей жирности этого продукта. Как бы это ни звучало, так скажем, немножко не касаемо суставов, да, но тем не менее очень хорошо влияет на хрящи кондитерские изделия, которые сделаны на основе желе, то есть на основе желатина. Опять же, повторюсь, пудинги, мармелад, вот такие продукты, они достаточно хорошо и эффективно влияют на хрящевую Главное не ткань. передать. Главное не передать, да. Во всем должна быть мера. Вот с какими проблемами чаще всего обращаются все-таки дети? Я имею в виду ортопедические проблемы. Есть ли какие-то хроническая патология, характерная для нашего региона? В нашем регионе, опять же повторюсь, в силу наших погодных условий, наши детки, к сожалению, зимой менее активны по сравнению со сверстниками в центральных городах, замкнуты дома, передвигаются зимой пешком мало. Отсюда выявляются две таких, ну, еще плюс уличная одежда, которая тоже определенный вес имеет, хотя сейчас она достаточно технологична, легка и удобна, и тепло и комфортно, но все же это вес. И отсюда вытекают две самые такие большие проблемы. Это сколиоз и плоскостопие, то есть нарушение осанки, будь это, допустим, кифотическая деформация, когда усиливается грудной изгиб позвоночника, а в более старшем подростковом возрасте там уже могут присоединяться сколиозы, потому что нагрузка на ребенка возрастает, в школе нагрузка возрастает, устают, не всегда правильно сидят. И, конечно, плоскостопие занимает очень большое место в ортопедической патологии в нашей республике, потому что, еще раз повторюсь, для профилактики плоскостопия с малого возраста очень важно, чтобы ребенок именно ходил пешком, чтобы была двигательная активность на стопу, чтобы мышцы активно работали, икроножные мышцы, мышцы стопы, чтобы тренировать связки. Но, опять же, в силу погоды не всегда это получается, не все дети любят заниматься спортом. Тут вообще, значит, детское население можно разделить на два лагеря. Одни без спорта жить не могут, другие, наоборот, домоседы с книжками, с телефонами, с гаджетами. То есть отсюда вырисовывается вот эта проблема. Мгм. А вот есть ли какие-то обращения вот по поводу осанки? Вот мы говорили про кифоз, но вот связанные, допустим, с периодом пандемии. Все сидели, вот. Период пандемии, конечно, достаточно серьезно подорвал осанку детей. Это касается не только маленьких, маленькие даже дома, в принципе, активны, да, детские сады были закрыты, но для них это сильно не отразилось. А вот более старшие, именно школьный возраст, они, конечно, зарядку мало кто делает, к сожалению, хотя она очень важна при формировании правильной осанки, и зарядка должна быть ежедневная. Но период пандемии, конечно, он очень резко усилил обращение именно по поводу нарушения осанок. Причем пандемия длилась, к сожалению, не полгода, не год, да, она длилась больше. За это время, особенно подростковый период, это 13-15 лет, достаточно серьезно подорвали именно формирование костного скелета. И до сих пор идут отголоски, то есть дети обращаются. Тут самое главное не пускать это все на самотек, то есть чтобы эта проблема не нарастала, как снежный ком. С ней надо бороться. А как?
Значит, борьба со сколиозами, она достаточно, конечно, такая трудоемкая, весь этот процесс трудоемкий. И, к сожалению, тут зависит все не только от врачей. Тут очень, значит, половина эффекта вот этого от лечения зависит от самого пациента, от того, как он будет усердно выполнять рекомендации. И тут надо родителям с детьми очень серьезно поговорить, то есть отнестись к этой проблеме. То есть ребенку надо объяснить, чем мы занимаемся на приемах ежедневно. И дома то же самое должна быть донесена до ребенка в более таких удобных для него комфортных условиях, чем чреваты эти последствия. То есть чтобы ребенок понимал, что очень важна ежедневная, обычная, даже домашняя зарядка, как она влияет вообще на формирование скелета, даже на ежедневное настроение ребенка, то есть на то, как он будет активен в школе, на то, как он будет поглощать информацию. То есть вот эти вот утренние процедуры наравне с душем и прочее, утренняя зарядка имеет большое значение. Также большое значение имеет, конечно, это уже относится к нам, специалистам, назначение массажей соответствующих. То есть классический обычный массаж, он очень хорошее дает такое расслабляющее, тонизирующее действие на мускулатуру, то есть именно позволяет ребенку снять это мышечное напряжение, то же самое, как и взрослому, то есть расправить, грубо говоря, плечи, и ощущение уже восприятия будет совсем по-другому. Если ребенок это уяснит, и он почувствует вот этот эффект, то есть будет взаимосвязь, да, то есть от врача и пациента, то есть взаимосвязь обратно, будет хороший эффект. Недостаточное, к сожалению, если недостаточное будет внимание, к сожалению, эффектом можно годами усердствовать, врач будет заниматься, и эффекта не будет. А вот с кривошеей часто обращаются дети, годовалые, малыши совсем? Кривошея, к счастью, занимает не лидирующее место в ортопедической патологии в нашем крае. Значит, тут надо понимать, кривошея истинная, либо это кривошея, допустим, вследствие, возможно, там, кесарево сечения, допустим, да, которая операция такая сама по себе для ребенка очень травматичная, естественно, да, в его первые часы жизни, ну, там, по каким-то причинам, если невозможно, да, по-другому. Значит, либо это кривошея истинная, но она развивается, истинная кривошея, уже спустя, когда ребенок начинает более активно идти в рост. То есть в 4-6-летнем возрасте, когда перед школой, когда появляются первые вот эти вот клинические признаки. Асимметрия лица может быть, да? Наклон головы может быть в какую-то сторону, даже незначительный. Ограничение подвижности влево-вправо, допустим, да, с пораженной стороны оно будет в противоположную сторону ограничения. Тут уже такая проблема, это уже подлежит местами оперативному лечению. То есть, когда бывает она происходит за счет укорочения ключично-сосцевидной мышцы, и там нужно, конечно, ребенку уже помочь оперативно. Если мы говорим о периоде новорожденности, да, то есть на первом году жизни, достаточно часто бывает вот эти вот асимметрии, допустим, поворот головы в какую-то сторону. Тут они связаны, могут быть не в основном не с мышцами, а они связаны с такими бытовыми делами, то есть на какую сторону мама чаще выкладывает малыша, допустим, с какой стороны кормит. То есть вот эти все моменты, они приводят к тому, что ребеночек немножко к позе привыкает. И, соответственно, получается то, что у него принимает вот это вот состояние за кривошею. Но вот эти вещи, они очень хорошо поддаются коррекции, то есть с помощью воротника шанса, либо можно прибегнуть к помощи мануального терапевта, то есть это очень хорошо корректируется и поддается лечению. А вот дисплазия суставов? Дисплазия суставов, к счастью, тоже нечастый гость нашей поликлиники, допустим, да, ну и вообще по городу. То есть дисплазия суставов, она выявляется достаточно, в принципе, легко. Тут в диагностике нету особых таких проблем. Ребеночек проходит на первом году жизни, да, естественно, медосмотр, все родители об этом знают. Значит, и первая встреча ортопеда с новорожденным, ну уже не с новорожденным, а с ребенком первого года жизни происходит в 3 месяца.
То есть в 3 месяца это такой период жизни, когда уже ребеночек начинает формироваться, костный именно скелет начинает формироваться, когда мы можем распознать именно уже признаки, первые признаки заболевания. На первом месяце жизни делается обязательно скрининговое УЗИ тазобедренных суставов, которое позволяет выявить, может быть, замедление, либо отсутствие ядер окостенения, то есть такие косвенные признаки начальные, которые могут быть потом в процессе взросления ребенка, могут помочь нам выявить дисплазию. В 3 месяца ортопед обязательно смотрит клинически, то есть и тут существует такой очень характерный симптом дисплазии тазобедренного сустава. Каждый врач практически об этом знает. Это симптом соскальзывания. То есть когда при определенном разведении ножек в тазобедренном суставе, симметричном разведении, со стороны пораженного сустава под пальцами у врача происходит щелчок. То есть щелчок этот обусловлен тем, что если сустав поражен и головка у него смещена со своего центра, при отведении головка соскальзывает на место и происходит это с характерным щелчком. Это такой очень яркий характерный признак заболевания дисплазии тазобедренного сустава. Не всегда оно, конечно, так ярко, классически сопровождается. Может выявиться дисплазия, конечно, и не обязательно она выявляется, если вдруг имеется у ребенка в 3-месячном возрасте. Чаще это бывает и позже, и 6, и 7 месяцев. Но тут погрешность происходит не только, допустим, может произойти на уровне самого организма, врача, а может быть не своевременное обращение, то есть может быть там из-за холода, еще что-то. В общем, не попал ребенок вовремя на прием, и врач не смог это вовремя разглядеть. Но дисплазия тазобедренного сустава, успокою наших зрителей, она лечится. Значит, на первом году жизни активно используются шины Фрейка, то есть массаж назначается, физиолечение назначается. Все это делается, комплекс этих мер направлен на то, чтобы укрепить, опять же, мышцы, укрепить связочный аппарат, чтобы головка бедра стабилизировалась на месте. Вот по поводу хруста в суставах, да, часто же вот так вот там делают, например, да, чпок-чпок, да, и так чпок. Говорит ли это о патологии, да, или нет? Значит, хруст в суставах, так называемый, да, это такая интересная вообще ситуация. Не всегда хруст в суставах говорит о какой-то проблеме в организме. Если разложим вот так вот немножко по порядку, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, значит, если этот хруст в суставах, допустим, хруст сопровождает многие суставы в организме, не только там, допустим, пальцы и кистей. Если многие суставчики похрустывают, а если вдруг еще это сопровождается какими-то болевыми ощущениями, это однозначно проблема, с ней нужно обращаться к ортопеду. Там надо смотреть связочный аппарат, это может быть и дисплазия соединительной ткани. То есть эти проблемы нужно выявлять и, соответственно, своевременно лечить. Если мы, допустим, рассматриваем период детства, раннего детства, да, то есть детей до года, даже старше, до 2 лет, допустим, хруст в суставах, чаще это коленочки бывает похрустывают, да, у детишек голеностопные суставы, это нормальное развитие сустава, здесь проблемы нету. Если, про дисплазию тазобедренного сустава мы сейчас поговорили, да, то есть если вдруг тазобедренный сустав, тут однозначно нужно к врачу. Значит, а хруст в мелких суставах — это если он не сопровождается болью, если он не сопровождается какими-то симптомами типа покраснений, жжений там в суставах, а просто пощелкивает при движении, это, конечно, сильно волноваться по этому поводу не стоит. Все дело в том, что при активном движении наш сустав резко увеличивается в объеме, жидкости внутрисуставной начинает немножко образовываться дефицит, и газ, который образуется в суставе, он именно щелкает таким характерным звуком. Вот вопрос от зрителя. Если долго хожу пешком, то возникает боль в средней части стопы. При этом обувь у меня удобная, я не испытываю неприятных ощущений, если не даю нагрузку на ноги. Что это может быть и как избавиться от неприятных ощущений? Боль или дискомфорт при длительной нагрузке, или эти два таких состояния, которые
граничат друг с другом, да, с возрастом на самом деле это является чаще всего причиной плоскостопия. Плоскостопие у нас не только передается, допустим, не только тут участвует генетика, замешана по наследству, а плоскостопие у нас может быть приобретенное. Все об этом прекрасно знают. С возрастом связочный аппарат становится рыхлым, то есть стопа приобретает уплощенный вид, отсюда начинаются проблемы. Более старшее поколение у нас, к счастью, такие люди активные, несмотря на то, что мы в таких условиях жестких живем, все равно они стараются как можно больше ходить пешком, и это правильно, это логично в возрасте, да. Но когда появляются проблемы, именно усталость и дискомфорт в стопах при длительной ходьбе, нужно однозначно обратиться к ортопеду, потому что приобретенное плоскостопие, оно имеет место быть, его нужно диагностировать. И с помощью, допустим, ЛФК и зарядки, как в детском возрасте мы можем воздействовать на связки, с возрастом тут уже такая история не работает. Значит, тут чаще всего приходится прибегать к именно изготовлению индивидуальных ортезов. То есть ортезов именно имеется в виду стелек ортопедических, которые подходили бы самому пациенту, чтобы он во время акта ходьбы стоял всей стопой ровно, чтобы все участки стопы были задействованы одинаково. Мгм. Вот за последние 10 лет, даже и 10, и в ближайшее время медицина очень активно шагнула вперед, различные методы исследований. Вот чаще всего для того, чтобы диагностировать вашу патологию, что применяется? МРТ, КТ, рентген, УЗИ суставов. Да, действительно, технологии на месте не стоят. Это очень хорошо, это правильно. Мы развиваемся, развиваются и технологии, медицина в частности, да, диагностика. Значит, но тут очень важно понимать, что у нас люди, к сожалению, любят заниматься самодиагностикой. И в связи с такой немножко распространенностью сейчас, допустим, МРТ, исследований в городе, да, человек, прежде чем прийти, допустим, к врачу, он побежал там спокойненько себе, сам себе назначил, сам прошел МРТ-исследование, пришел к врачу, и часто бывает так, что, оказывается, сняли совсем не ту область, которую нужно было, и деньги потрачены, да, на ветер и все остальное. Значит, конечно, ведущее место в диагностике заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата это остается, безусловно, рентген. Это базис, это основа, это то, что помогает врачу заподозрить, допустим, при заболеваниях то или иное состояние, либо диагностировать перелом и как-то помочь экстренно человеку, это остается все-таки рентген. Наряду с рентгеном, конечно, тут сам опыт, чутье врача, он очень большое значение имеет, потому что диагноз можно поставить и без рентгена, если это касается какой-то ортопедической патологии, ну, не травм, конечно, не переломов, значит, большое значение имеет опыт. Но тут очень важно понимать также, что компьютерная томограмма, магнитно-резонансная томограмма — это методы абсолютно разные диагностики, и они друг друга взаимодополняют. То есть весь этот арсенал современных исследований, он, конечно, нами используется очень активно. Опять же, повторюсь, все зависит от проблемы. То есть не надо заниматься самодиагностикой, самому себе назначать какие-то обследования, чтобы и деньги были целы, да, и чтобы человек по 2 раза не ходил по кругу, и потом неприятный осадок остался, сказал, что мне не помогли. Просто нужно своевременно обратиться, а врач уже своим опытным взглядом посмотрит и назначит соответствующие исследования. Оно может быть и доступное, допустим, такие как УЗИ, менее затратное, но оно в данной ситуации будет наиболее эффективное, нежели там человек пойдет, кучу денег заплатит за МРТ и будет неэффективно. Ну, вот последний, наверное, вопрос, хотя всегда вопросов к травматологу-ортопеду бывает много. Ну, такой простой вопрос, простой короткий ответ. Сейчас все активно занимаются спортом, соответственно, дают нагрузку на суставы. Какие советы можно дать начинающим спортсменам?
Если мы ну, тут неважно, молодой возраст, либо уже в зрелый возраст, человек в спорт приходит в зрелом возрасте, да, значит, наш такой современный технологичный век, очень доступны очень много источников литературы, это интернет, это по спортивному питанию и вообще по методикам, подходам, как выполнять правильно упражнения, очень много литературы есть в магазинах. Самое главное, если человек выбрал себе какой-то тот же, допустим, спортивный тренажерный зал, человек захотел пойти, очень главное подготовиться к этому теоретически, чтобы, если нет возможности позаниматься с тренером, который бы правильно донес, как нужно выполнять, как правильно именно упражнения, какие веса, с каких весов начинать эти занятия, значит, важно проштудировать литературу, уделить этому немножко времени. И самое главное, конечно, это правильное выполнение техники упражнений. Еще одна такая очень важная деталь, что особенно этим пренебрегают подростки, приходя в зал, сразу начинают брать большие веса, на штангу навесят этих блинов, начинают тягать, посмотрят, там рядом мужчина занимается в возрасте, который там уже 20 лет занимается и поднимает по 100 килограмм. Подростки, к сожалению, пытаются подражать, приводит это все, конечно, к травмам. То есть очень важно подготовиться к этому вопросу теоретически, и не надо усердствовать, не надо ни на кого смотреть, то есть начинать нужно с малых весов, и самое главное, еще раз повторюсь, правильная техника выполнения упражнений. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был Александр Леонидович Белов, врач-травматолог, ортопед поликлиники номер 1 города Якутска. Безусловно, желаю успехов в вашей нелегкой работе. А каждому телезрителю, ну, наверное, главный совет из нашей беседы сегодня с Александром Леонидовичем — это то, что надо беречь себя и грамотно подходить к своему здоровью. С вами был сегодня Иван Луцкан, программа «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». Смотрите нас по будням в 19:15. Также вы можете видеть выпуски нашей программы на канале в YouTube. Если вдруг что-то пропустили, всегда масса интересного, потому что мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии в деталях. Всего вам самого доброго и, конечно, здоровья.